Агро- и экотуризм как инструменты развития территорий. Тема специфичная, но для комитета по туризму границ нет. А значит, нужно изучать и открывать все новое. Здесь собрались все, кто тесно связан с туризмом и желает продвигать это направление в регионе. Чтобы люди видели и знали, что есть такая культура, что есть такой язык, что есть такой народ. Сегодня только культура, наверное, единственное, что может нас объединять, сближать. Вместе с тем, туризм в Горной Ингушетии взаимосвязан с агронаправлением. А значит, для качественного продвижения первого нужно активизировать работу второго и объединиться. Сегодня участникам конференции представили успешный опыт развития сельского туризма в Пензенской области. Не менее утро, вечер мудренее. Я еще раз к ним пришел, говорю: пап, давайте попробуем. Он мне тогда сказал: построй, сынок, баньку мне. Я посмотрю, если она мне понравится, я тебе разрешу сносить старый дом отца, где ты построишь дом. Полгода работы, госприемка со стороны отца, конечно, принял и разрешил. Первая цель, которая была, восстановить часть, построить несколько домов для того, чтобы люди там возвращались, молодежь. И так от идеи до реализации. На протяжении 10 лет Николай Пиксин, автор проекта, думал, строил, менял. Основная творческая концепция проекта Даньшина строится на 3 основных идеях: возрождение села через сохранение культуры мордовского народа, вовлечение в процесс молодежи, а также трансляция уникального опыта развития территорий в другие регионы Российской Федерации. Я думаю, что у коллег много интересных моментов. Просто, может быть, в какой-то деревне или поселении, как у вас называется, сделать какой-то дом гостевой, куда приходят туристы, пробовать национальную кухню. А к ним выходят женщины, например, в национальных костюмах. Им интересно, какой костюм, что означает. Или, например, ремесленники какие-то, да? Или какой-то вот фестиваль, я не знаю, там все это сделать. Но это вот и плюс местная архитектура, как это вот дома, истории вот этих башен. Я впервые вчера увидел, я, честно говоря, в шоке. Я впервые, но я еще приеду. В последние годы туризм в Ингушетии активно развивается. Строятся современные гостиничные комплексы, появляются новые места отдыха и, как следствие, новые операторы. Представители туристической сферы, сельхозпредприниматели. Каждый узнал что-то новое. Женя Тугулиева сегодня в числе слушателей. В сфере туризма она работает уже не первый год. Таким конференциям рада. В туризме, как и в любой другой отрасли, очень важна коллаборация бизнеса, власти и общественности. Особенно если мы говорим по теме сегодняшней конференции про агро, сельский туризм, экотуризм, который, разумеется, имеет огромные перспективы развития конкретно у нас в Ингушетии. И отрада отметить, что гости нашего региона, как, к примеру, Николай, сегодня рассказывающий о непосредственно своем селе Даньшина, где он, как единоличный, скажем, местный инвестор, назовем его так, решил заняться возрождением своего села из благоприятных, действительно, туристических побуждений для того, чтобы рассказывать другим о своем хорошем опыте, во-первых, и, соответственно, приглашать, в том числе, как он сегодня обозначил в ходе конференции, гостей из других регионов, которые интересовались, во-первых, опытом развития этого села, как все происходило. Сегодня туризм прочно занял позицию одного из ключевых направлений развития республики. Только в прошлом году Ингушетию посетили 55 тысяч человек. Величественные памятники, архитектура, живописная природа и неизменное кавказское гостеприимство круглогодично привлекает как российских, так и зарубежных туристов. Именно поэтому Комитет по туризму создает площадки для развития и поддержки начинающих специалистов. Мы привлекли сейчас специалиста, который уже имеет опыт по развитию сельхозтерриторий, а это именно деревни, это событийные мероприятия, это гастрономические фестивали, это внедрение новых знаний и навыков для предпринимателей, которые находятся в селах, в деревнях. И мы надеемся, что наше население воспользуется данными инструментами, данным опытом и перенимут некий опыт, который сейчас наш специалист рассказывает. Комитет не стоит на месте. 2023 год начался с ряда учебно-теоретических программ. Сегодня развитию туризма способствует и поддержка федеральных властей. Хава Гагиева, Джамалей Салтыгов, Новости 24.